Зима – время сказок и чудес. И дети, и даже взрослые верят, что театр – это именно то место, где происходит великая магия, а актеры на время превращаются в добрых волшебников. Давайте и мы заглянем в эту новогоднюю сказку. На сцене главный герой торжества – Дед Мороз и Снегурочка. Они подготовили для малышей удивительное путешествие в мир волшебства. Ребятам покажут сразу две сказки. Не смогла пропустить премьеру Зоре Гадилеева с внучкой Амиде. Да, спектакль очень понравился, очень такая дружелюбная атмосфера была. Все актеры очень хорошо играли. Мы с внучкой пришли в первый раз. Внучка моя пришла, тоже очень довольна была, с удовольствием смотрела. Премьеры прошли с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. На входе посетителям измеряли температуру и дезинфицировали руки. А игры с детьми продумали, чтобы веселье в зале не мешало соблюдать дистанцию. Вокруг идут выходные дни, но Крымско-татарский театр работает. И сегодня у нас куча маленьких гостей, порядка 90 человек, больше мы пустить не можем. Маленькие зрители еще раз становятся свидетелями сказочных сюжетов, но как будто в первый раз. Радуются, сопереживают, волнуются за любимых персонажей, делится артистка-вокалистка театра Раиса Хачатрян. Удалось передать, видно было по настроению, по их активности. Я играла Снегурочку, это самый, мне кажется, любимый персонаж детей. На сцене еще одна премьера – сказка «Златовласка» «Алтынсач». Она рассказывает о вечной борьбе добра и зла. Содержание и форма подачи обновлены. Главная идея спектакля – показать, что трудолюбие и добродетель побеждают и вознаграждаются, а злоба и лень наказываются. А вы кто? Я фея хрустальной воды. Те, кто не успели в этот раз отправиться в новогоднее путешествие с Дедом Морозом, еще получат такой шанс. Спектакль будет идти на сцене театра до конца новогодних праздников. Гузель Мамбетова и Арсен Фукала. Телеканал «Милет».